Китайский технологический гигант Baidu, одна из крупнейших в мире технологических компаний, столкнулся с деликатными вопросами международных журналистов во время продвижения своего чат-бота с искусственным интеллектом Ernie. Ernie блокировал некоторые вопросы или отвечал на некоторые словами «я не знаю». Но что беспокоит, так это то, что платформа напрямую блокирует или отвечает «я не знаю» на вопросы, которые китайский режим считает чувствительными. Например, Ernie спросили, сколько уйгуров Китай арестовал в Синьцзяне. Этот вопрос был отвергнут. Отвечая на вопросы о статусе Тайваня, который Китай считает своим, Ernie сказал, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а не независимой страной. Когда его спросили о трагедии на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, в которой были убиты тысячи протестующих, он ответил «я не знаю». Сразу после визита лидера Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина в Урумчи было начато расследование в отношении некоторых высокопоставленных китайских чиновников в Синьцзяне. Согласно сообщению от 1 сентября в китайском пропагандистском агентстве Танрыдак Нетворк, Ма Го Цан, заместитель секретаря партийного комитета политико-юридического комитета Синьцзянского народного правительства, был наказан за дисциплинарные нарушения. Кроме того, Сан Цзин, член и заместитель директора партийного комитета управления по надзору за государственными активами так называемого народного правительства Синьцзяна, в настоящее время находится под следствием дисциплинарно-инспекционной комиссии и комитета по аудиту по обвинению в дисциплинарных и серьезных нарушениях закона, говорится в сообщении. Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите лидеров G20, который состоится в столице Индии, Нью-Дели, с 9 по 10 сентября. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин объявил на ежедневной пресс-конференции в Пекине, что представлять страну на саммите будет премьер-министр Ли Чан. Си Цзиньпин станет первым китайским президентом, который не будет лично присутствовать на саммитах лидеров G20 с 2008 года. Хотя считается, что Си Цзиньпин, возможно, не хотел присутствовать на саммите в Нью-Дели из-за продолжающегося пограничного спора между Индией и Китаем, другая точка зрения может заключаться в том, что организация БРИКС решила расшириться. Президент России Путин также не будет присутствовать на саммите G20. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом в Сочи. В заявлении по итогам встречи Путин сказал: «Мы подтвердили нашу решимость использовать национальную валюту. Мы согласны меньше использовать доллары и евро», — сказал он. В Казахстане было принято решение о создании новых министерств для дальнейшего совершенствования госуправления в некоторых сферах. Согласно заявлению президента Казахстана, указом президента Касыма-Жомарта Токаева в стране созданы еще 5 министерств. Новые министерства были разделены как Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана, Министерство транспорта Казахстана, Министерство туризма и спорта Казахстана, Министерство культуры и информации Казахстана и Министерство индустрии и строительства Казахстана. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова и заменил его крымско-татарским турком Рустамом Умеровым. Умеров, который руководит Украинским фондом приватизации, также является крымским турком. Умеров, говорящий по-турецки, был председателем группы дружбы с Турцией в украинском парламенте. Он также участвовал в переговорах по соглашению о зерновом коридоре.